Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале Софина в студии Наргиз Касымова. О главных событиях дня к этому часу. В административном центре Хатлонской области в городе Бохтар состоялось торжественное мероприятие в честь Дня призывника. Сотни молодых людей призывного возраста под напутствие родителей вступили в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан. Более подробно об этом смотрите в материале наших коллег. В административном центре Хатлонской области в городе Бохтар в честь отважных молодых людей страны, добровольно вступающих в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан, прошла торжественная церемония «День призывника». На это важное мероприятие, которое организовал военный комиссариат области, собрались сотни призывников из городов и районов. Следует отметить, что в первый день призыва 25 городов и районов, 4 района Хатлонской области – Вахш, Фархор, Хуросон и Муминабад – с гордостью выполнили план призыва, в котором проявляется чувство патриотизма и самосознания каждого молодого человека этой страны. Празднование началось с торжественного марша. По этому случаю жители и молодежь вынесли флаг и сделали эту церемонию еще более яркой. Новобранцы и патриотически настроенная молодежь, ветераны и военнослужащие всех подразделений вооруженных сил приняли участие в этой торжественной церемонии и прошли маршем перед военным комиссариатом области. На стадионе Бухтарского государственного университета имени Носири Хусрав прошла церемония «День призывника» с участием широкого круга молодежи и призывников, их родителей, представителей областных, городских и районных исполнительных органов государственной власти, должностных лиц военных комиссариатов. Сначала со вступительной речью выступили представители областного военного комиссариата. Было сказано, что служба в рядах вооруженных сил Республики Таджикистан – долг каждого гражданина, школа выдержки, мужества для юношей. Далее выступил председатель Хатлонской области и отметил, что с каждым годом увеличивается количество молодых людей, которые добровольно обращаются за честным служением Родине, и как дети защитника Родины их отправляют в подразделения Министерства обороны и других силовых и военных органов страны. Призывники, собравшиеся сегодня для прохождения воинской службы, доказали свою любовь и преданность народу и стране. Сегодня по собственному желанию я вступаю в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан и горжусь тем, что считаю себя защитником этой дорогой Родины. Я хотел бы выразить благодарность своим родителям, что именно по их добрым молитвам и согласию я реализую этот задуманный с юных лет план и верно служу любимой стране. Также на церемонии проводов призывников родители и молодые люди также выступили с речью и обещали честно служить и защищать честь Родины. Сегодня я с гордостью отправляю своего сына служить в вооруженных силах Республики Таджикистан и горжусь тем, что он служит народу. Я благодарна за то, что в нашей стране царит мир благодаря успешной политике основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Я хочу вступить в вооруженные силы Республики Таджикистан, чтобы защитить свою любимую родину. Призываю также тех, кто достиг призывного возраста, прийти и служить верой и правдой, ведь служение Родине – долг каждого гражданина. Затем от имени председателя области памятные подарки были вручены призывникам. Можно сказать, что проведение церемонии проводов на столь высоком организационном уровне положительно влияет на повышение чувства патриотизма молодежи. Таким образом, в честь призывников и отважной молодежи Родины деятели культуры и искусства области, студенты представили яркую театрализованную программу с песнями о единстве и мире. В Министерстве финансов Республики Таджикистан прошла встреча сотрудников сферы с представителями правоохранительных органов Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, Комитета по религии, регулированию традиций и обрядов при правительстве Республики Таджикистан, должностными лицами Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Исмаиля Самани и других структур. Участники встречи обсудили ход реализации закона Республики Таджикистан о регулировании традиций и праздников в Республике Таджикистан,
Таджикистан, вопрос борьбы с коррупцией и другие актуальные вопросы. Наши коллеги расскажут о ходе данного мероприятия. Участники встречи обсудили вопросы профилактики суеверий, соблюдения культуры ношения одежды, защиты национальных ценностей и святынь и организации торжеств и акций в рамках Закона Республики Таджикистан о регулировании традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан. Было отмечено, что в современных условиях мирового сообщества, где происходит столкновение культуры и цивилизации, религиозные разногласия и конфликты, беспрецедентное расширение терроризма, религиозного экстремизма, каждому члену общества необходимо уделять особое внимание вопросу защиты национальных ценностей и святынь. Высокое юридическое образование было воспринято как один из основных факторов предотвращения суеверий и ксенофобии, террористических и экстремистских действий и других нежелательных явлений в обществе. В этой связи выступающие выразили свое мнение об объявлении 2024 года годом юридического образования в Таджикистане. Было сказано, что данная инициатива высшего руководства страны во многом будет способствовать укреплению, повышению правовых знаний общества, особенно подростков и молодежи. Подчеркивалось, что коррупция как нежелательное деяние оказывает негативное влияние на основы национальной государственности и становится препятствием на пути прогресса в различных сферах. Именно поэтому в Республике Таджикистан существуют программы и стратегии по борьбе и предотвращению этого процесса, в том числе Закон Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией, Государственная стратегия борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан на период до 2030 года и другие документы и нормативные акты. Повышение правосознания и гражданской ответственности каждого члена общества будет активно способствовать борьбе и предотвращению коррупции, было сказано в ходе мероприятия. Авиакомпания «Самон Эйр» объявляет об открытии прямого регулярного рейса из Душанбе в столицу Казахстана, в Астану. Наши коллеги побывали на открытии нового авиамаршрута. Как казахская столица встретила пассажиров рейса Душанбе-Астана, смотрите в нашем материале. В международном аэропорту Душанбе состоялась торжественная церемония по случаю открытия нового воздушного маршрута. В мероприятии приняли участие руководители и представители дипломатического корпуса, базирующегося в Таджикистане, в том числе посольства Казахстана в Таджикистане, гражданской авиации Таджикистана, профильных ведомств и учреждений, сотрудники, руководители компании. Как было отмечено, основатель национального мира и единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, неоднократно подчеркивал, что правительство страны уделяет внимание дальнейшему развитию дружественных отношений и многопланового сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном, основанных на прочных исторических традициях и взаимном уважении. Первым рейсом нового авиамаршрута многие люди вылетели из Душанбе в столицу Казахстана, Астану. Открытие этого маршрута порадовало пассажиров. Первый полет состоялся на самолете компании Boeing 737-800. Время в полете 2 часа. В казахстанском аэропорту имени Нурсултана Назарбаева пассажиров нового маршрута по доброй традиции встречали сладостями и национальной музыкой. Также в Астане по случаю открытия нового маршрута авиакомпании «Самон Эйр» была представлена небольшая зрелищная программа, рассказывающая о культуре, традициях и дружеских отношениях между народами. Сегодня очень значимое событие для двух стран, для Таджикистана и Казахстана. Сегодня открыли прямой рейс Душанбе-Астана. Мы очень рады этому событию, потому что теперь близкие и родные будут видеться чаще, и наши два братских народа будут больше делать работы не только в дипломатическом и культурном, экономическом, но и туристическом поле. Новый маршрут расширит полетную сеть компании «Самон Эйр», придаст новый импульс устойчивому развитию двусторонних отношений между Таджикистаном и Казахстаном и в то же время предоставит пассажирам возможность летать напрямую между столицами двух стран. Я думаю, что сегодня состоялось действительно историческое событие. Связали столицы двух братских народов – Астана, Душанбе, Казахстан, Таджикистан. Очень удобный рейс в удобное время. И, мне кажется, бизнесмены обоих стран потянутся друг к другу, и будет проще общаться, проще заключать выгодные сделки. И в целом
получать выгоду от этого. Новое воздушное сообщение создаст новые возможности для деловых кругов, студентов, граждан и туристов двух стран, еще больше увеличит товарооборот между странами. В настоящее время рейсы осуществляются раз в неделю. Сам ОН планирует с 19 апреля увеличить количество рейсов по новому маршруту Душанбе-Астана до 2 рейсов в неделю. Сегодня в Национальном университете Таджикистана в связи с реализацией закона Республики Таджикистан о борьбе с экстремизмом, закона Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом и стратегии борьбы с экстремизмом и терроризмом в Республике Таджикистан на период до 2025 года прошла встреча. Более подробно об этом смотрите в материале наших коллег. Цель проведения данной конференции высокого уровня в рамках практического применения закона Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом, закона Республики Таджикистан о борьбе с экстремизмом и стратегии борьбы с экстремизмом и терроризмом в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы – это профилактика, борьба с нежелательными явлениями и укрепление политико-правовых знаний преподавателей, сотрудников и студентов. В выступлении ректора Таджикского национального университета Эмомали Насреддин Зуда было отмечено, что во все времена защита безопасности государства и нации от внутренних и внешних угроз, обеспечение мира и стабильности общества считалась одной из важнейших задач государственного строительства и государственности любой цивилизованной нации. И даже сегодня этот вопрос не потерял своей приоритетности. К сожалению, быстрое распространение идеологии экстремистских и террористических организаций вызывает тревогу и сделало политическую ситуацию сегодняшнего мира еще более сложной и запутанной. А сложившаяся ситуация требует от стран мира совместной борьбы против этого негативного явления в обществе. Было подчеркнуто, что президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе своих выступлений на всех уровнях постоянно предупреждал о растущих корнях терроризма и экстремизма, осуждая эти процессы как серьезную угрозу международному сообществу и жизни каждого жителя планеты. Выступающие, в состав которых вошли ученые, аналитики экономических и политических вопросов, заявили, что Республика Таджикистан ведет взаимовыгодное и эффективное сотрудничество с субъектами международных отношений в направлении борьбы с терроризмом и экстремизмом, поддерживает мир и стабильность на всей планете и поддерживает меры, принимаемые Организацией Объединенных Наций. Было сказано, что в последние годы вовлечение молодежи в экстремистские и террористические группировки остается одним из наиболее тревожных вопросов и влечет за собой страшные беды и опасности. Поэтому в нынешних условиях каждому из нас необходимо серьезно подойти к повышению уровня политических и религиозных знаний, а также чувства самосознания и патриотизма. Сегодня патриотизм является главной опорой национальной идеологии Республики Таджикистан. Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, постоянно подчеркивает о важности вовлечения молодежи в миротворческие процессы и воздержания от увлечения экстремистскими идеями. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече со студентами в Таджикском государственном медицинском университете. Наш материал продолжит тему. Объявление 2024 года как года правового просвещения способствует снижению уровня преступности и предотвращению присоединения молодежи к нежелательным явлениям. Об этом было отмечено на встрече со студентами Таджикского медицинского университета. Выступающие подчеркнули, что это мероприятие было организовано в рамках выполнения указаний и поручений основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по предупреждению преступности в обществе, борьбе с угрозами и опасностями современного мира, предотвращению вовлечения молодежи в экстремистские движения, устранению негативной тенденции явлений, нарушающих порядок и спокойствие в обществе и национальной безопасности. Затронутые вопросы были направлены на повышение правового образования молодежи, предотвращение противоправных действий среди молодежи и сотрудничестве с другими жителями и выявление и устранение факторов вовлечения молодежи в экстремизм. Было отмечено, что на основе выполнения руководящих указаний и поручений государства с учетом объявления года правового образования, а также для реализации требований закона Республики Таджикистан о патриотическом воспитании граждан, в этом вузе разрабатывается и осуществляется ряд мероприятий, направленных на правовое просвещение студентов.
Как отметили выступающие, принятие закона о патриотическом воспитании и такие встречи с молодежью – это необходимость времени, особенно в условиях опасных проявлений современности, включая терроризм, экстремизм и другие международные преступления, волнующие человечество, в числе которых религиозный фанатизм и ксенофобия. Такие встречи создают новые возможности для формирования нормативно-правовой базы воспитания патриотизма, культурно-духовного, политического, правового воспитания граждан, снижения уровня преступности в обществе, особенно среди подростков и молодежи. Сегодня патриотизм является главной опорой национальной идеологии Республики Таджикистан. И лидер нации Эмомали Рахмон постоянно подчеркивает этот вопрос в своих выступлениях, потому что воспитание молодежи страны в высоком духе патриотизма и гордости за патриотизм обеспечивает развитие страны сегодня и завтра. На встрече выступающие представили доклады на различные темы, в том числе воспитание патриотизма граждан, основная цель государственной политики в Республике Таджикистан, роль экскурсии о патриотизме и самовоспитании граждан и другие важные темы. Изменение климата и влияние человеческого фактора стали причиной уничтожения лесов планеты и сокращения производства какао в мире. Кот-д'Ивуар, ведущий производитель какао в мире, предпринимает действия в этом направлении. Обзор новостей из-за рубежа смотрите далее в нашем выпуске. Наша планета утратила почти половину своих